Здравствуйте! Это видео снято для людей с нарушениями слуха. Цикл видеороликов называется «Азбука права». Все видео подготовлены с учетом пожеланий глухих и слабослышащих людей. Мы постарались, чтобы жесты и слова были понятны каждому человеку, у которого есть инвалидность по слуху. Мы будем говорить на жестовом языке. Внизу экрана вы можете прочитать субтитры, а для слабослышащих мы записали голос. Наше видео сопровождается иллюстрациями, которые помогут вам лучше понять соответствующую тему. Международные акты, регулирующие права людей с инвалидностью. Образовательное видео для глухих и слабослышащих. В этом видео мы расскажем о международных актах, касающихся прав и гарантий людей с инвалидностью. Что такое международные акты, регулирующие права инвалидов? Международные акты о правах людей с инвалидностью – это соглашения, договоры и иные документы, содержащие нормы по защите прав инвалидов и улучшению их положения в обществе. Международные акты подписываются различными государствами либо принимаются международными организациями. Есть следующие международные акты, регулирующие права людей с инвалидностью. Декларация о правах умственно отсталых лиц 1971 года. Декларация о правах инвалидов 1975 года. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 1993 года. Конвенция о правах инвалидов 2006 года. Всемирный доклад об инвалидности 2011 года. Конвенция о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов. Рекомендация по правовой защите недобровольно госпитализированных лиц с психическими расстройствами 1983 года. Рассмотрим из них самые важные и их краткое содержание. Первое. Самый основной документ – это Конвенция о правах инвалидов, принятая Организацией Объединенных Наций в 2006 году. Конвенция содержит нормы, направленные на полноценное участие инвалидов в жизни общества и на защиту от дискриминации. Конвенция подписана более 150 странами и принята в 103 странах. Кыргызстан подписал конвенцию в 2011 году, но пока еще не ратифицировал. Ратификация – это принятие государства обязательств по исполнению норм конвенции. После ратификации нормы Конвенции ООН о правах инвалидов на территории Кыргызстана будут наравне с национальными законами. Это означает, что государство будет обязано обеспечить доступными ресурсами инвалидов для полноценной жизнедеятельности. В 1971 году ООН принял Декларацию о правах умственно отсталых лиц. Декларация содержит ценности человеческой личности и социальной справедливости, необходимость оказания умственно отсталым лицам помощи в развитии их способностей и по возможности социальной адаптации в обществе. В декларации закреплены принципы равноправия людей, право на медицинское обслуживание, образование, обучение, восстановление трудоспособности и необходимая помощь со стороны общества, обеспечивающие удовлетворительный жизненный уровень людей с отклонениями в интеллектуальном развитии. Декларация о правах умственно отсталых лиц говорит о необходимости защиты людей, страдающих интеллектуальными расстройствами, от эксплуатации, унизительного обращения. Международная организация труда в 1983 году утвердила Конвенцию о профессиональной реабилитации инвалидов.
Согласно Конвенции, в отношении инвалидов должна проводиться эффективная работа в международных и национальных организациях по осуществлению полного участия инвалидов в социальной жизни общества. Всемирный доклад об инвалидности 2011. Доклад был подготовлен Всемирной организацией здравоохранения, сокращенно ВОЗ. В нем представлены наилучшие имеющиеся фактические данные об эффективных способах преодоления препятствий в доступе к службам здравоохранения, реабилитации, образования, трудоустройства и поддержки, а также создания окружающей среды, обеспечивающей возможности для надлежащей жизни и работы инвалидов. В докладе содержится ряд рекомендаций в отношении конкретных действий правительств и их партнеров. Этот первый всемирный доклад об инвалидности внесет значительный вклад в осуществление Конвенции о правах инвалидов, в качестве необходимого ресурса для работы в таких областях, как общественное здравоохранение, права человека и развитие. Доклад предназначен для государственных органов, провайдеров услуг, специалистов и защитников интересов инвалидов и их семей. Для чего нужно принимать международные акты в сфере прав и гарантий лиц с инвалидностью? Международные акты, устанавливающие основные требования к обеспечению достойной жизнедеятельности инвалидов, нужны для того, чтобы страны, которые их подписывают, исполняли эти нормы и требования. Благодарим за внимание.